Добрый день, дорогие друзья. Хочу сказать такую вещь. Я даже рада, что Владимир Анатольевич нас нет, потому что хвалить человека в лицо очень сложно, правда? Вы знаете, отношения с фондом, Высшая школа музыки тоже точно так же, как и фонд, в этом году нам исполняется 30 лет. Кризис среднего возраста мы переживаем очень хорошо, потому что фонд именно в это время принял решение, что они немножко меняют отношения по отбору и привлечению по работе с одаренными детьми. Вот первая ласточка, которая предупредила меня о том, что фонд меняет свои отношения, конечно, был Василий Климович. Он пришел и предложил нам дружбу и сказал: давайте-ка мы с вами заключим соглашение, вы станете нашим ресурсным центром. Это был первый шаг к тому, чтобы фонд в новом витке истории развернулся. Потом к нам приходил сам Владимир Анатольевич. Пришел и очень сильно удивился. Говорит: вы знаете, я был в Сириусе. Сириус – это все самое лучшее, что есть в нашем государстве сейчас вокруг этого Сириуса находится. И он говорит: вы знаете, оказывается, они будут создавать высшую школу музыки. Рассказали мне об этом и сказали: мы создаем высшую школу музыки, она будет первой в стране и так далее. Я немножко посмущался и сказал: вы знаете, высшая школа музыки уже существует. Ну, тогда, когда он это рассказывал, уже ушел 28-й год, он сказал: 28 лет в Якутии существует высшая школа музыки. На что я вынуждена была сказать: вы знаете, Владимир Ильич, это очень жаль, что мы не решаем вопрос о том, что мы каким-то образом авторство должны закреплять даже за наименованием. Потому что до этого за год я отправляла проректора по учебной и научной работе Светлану Владимировну Вдовенко, и она в Сириусе выступала и рассказывала о высшей школе музыки. Вызвала этот рассказ очень большой интерес, она полностью все нашу концепцию, как мы работаем, все это рассказала, а через год выяснилось, что Сириус будет впервые в стране открывать высшую школу музыки. Конечно, мы очень благодарны нашему Михаилу Николаевичу, его идеи, о том, что он поддержал, принял решение, о том, что в республике на краю Айкмены, грубо говоря, необходимо заниматься классической музыкой. Вот хочу вам сказать, друзья мои, что мы единственный город на Дальнем Востоке, в котором есть 3 симфонических оркестра. Есть симфонический оркестр в театре оперы и балета, он качественно изменен, потому что туда поступили наши ребята. Через 18 лет после открытия школы появилась в новом формате филармония республики. И там есть симфонический оркестр, который полностью состоит из выпускников высшей школы музыки. Есть симфонический хор. Мечтали ли мы об этом? Наверное, мечтали. Но это уже осуществленная мечта. Поэтому хочу сказать, что фонд будущих поколений, он строит проекты и добивается их. И самое главное, что это формирует человеческий капитал. То, чем мы занимаемся, безусловно, это очень важно. Может возникнуть предположение: ну, хорошо, спасибо, у нас теперь есть 3 симфонических оркестра, есть ансамбль скрипачей, есть камерные оркестры, филармония, театр, солисты очень хорошие. Вроде бы мы достигли своих целей и задач. Спасибо большое, что фонд обратил на это внимание. Спасибо Михаилу Ефимовичу. Дальше как-то было. Вы знаете, есть абсолютно амбициозная задача в высшей школе музыки. Когда мы говорили, что мы что-то достигли, однажды Михаил Ефимович сказал: а где наш ойстрах? Он у нас будет? Он должен быть, да, Ирина? Должны быть солисты, которые известны в мире, чтобы они прославляли свою республику, рассказывали о них, показывали те усилия, которые делает поколение людей для будущих, чтобы они звучали в мире. Это одна из основных задач теперь, такая идея фикс, скажем, высшей школы музыки. Кроме того, вот отношения, которые у нас появились с 20-го, 21-го года с фондом будущих поколений, нас очень так окрылило.
то, что нас поддерживают. Мы приобрели новые музыкальные инструменты. Наши ребята ездили на конкурсы. Первые Дельфийские игры, которые состоялись вот арктически, мы заняли и золотую медаль приза, и серебряную медаль приза, и бронзовую медаль приза. А это был очень большой конкурс. Дельфийские игры – это на самом деле у спортсменов есть Олимпийские игры, а у музыкантов, где искусство, есть Дельфийские игры. И выиграть все призовые места, отправить людей, и ни один из них не вернулся без приза. Вот это для нас, например, качественный подарок. Спасибо большое фонду. Потому что то, о чем я рассказываю, на самом деле зиждется на том, что кто-то должен это поддерживать. Поддерживать не только одаренных детей, которые уезжают, не только выбирать детей. Ведь мы в этом году, вот за эти годы, вот за последние 2 года объездили наконец-то арктический улус. Мы не были там около 20 лет. Мы не были там. Но мы сейчас там были. Вы удивитесь, мы давным-давно не были в Алёпинске. Спасибо большое этой экспедиции, что мы добрались до Алёпинска, увидели там детей. Конечно, процент набора будет не такой большой. Мы всего-навсего выбираем от 3 до 5% из тех детей, которых мы видим. Но когда я об этом рассказывала группе, которая приезжала вместе с Орешкиным, с помощником президента, они сказали: вы держитесь мировых стандартов, вы должны из большого количества отбирать до 5% одаренных детей. Поэтому я считаю, что фонду будущих поколений есть чем заниматься. Нам ведь очень важно, чтобы эти дети были не только музыкально одаренными, чтобы они были востребованными и очень хорошими родителями, чтобы они были хорошими руководителями, хорошими друзьями, просто были прекрасными гражданами своей страны и своей республики. И для этого нам очень важно, чтобы мы занимались не только специальной стороной их обучения, но и чтобы они были хорошо образованными людьми. Нам очень важно поддержать сейчас общеобразовательную школу высшей школы музыки. Спасибо большое руководителю лично, Владимиру Ильичу, потому что очень важно. Вот сейчас в интернете есть ролик, где Михаил Ильич выступает и призывает поддерживать ICNCH. Я думаю, что вы все сидите в интернете и видите это. Он говорит, от лидера очень много зависит. И говорит, что мы должны схватиться вокруг своего лидера, что в этой республике всегда все зависимо от того, кто был руководителем. Он еще важные вещи говорит. Думаю, что лидер, которому можно доверять, лидер, который собирает, фонд, который собирает все деньги к столетию республики и потом не переживает никаких серьезных испытаний, связанных с тем, что надо оправдываться перед прокуратурой, перед кем-то еще и так далее. На самом деле говорит о чем? О том, что фонду есть доверие, и что они отчитываются за все это, и это очень важно. Доверять человеку, доверять фонду, доверять лидеру, мне кажется, это очень важная вещь. Владимир Ильич, спасибо, что вы вернулись. Я хочу вам все-таки день рождения, там, пусть маленький, но сувенир нужно вручить, тут есть приветственный сайт, ребята очень хорошо написали. И маленький человек, но он символом там